Если здесь есть девушки, кто не замужние, тоже учтите себе на будущее. Это очень важный момент в нашей жизни для женщин. И сейчас возникнет вопрос, как же мы все-таки должны относиться к мужу? Какая же роль, как мы ее должны выполнять? Ведь так хочется это спросить у меня, и у меня есть ответы на это. Нельзя, я по пунктам разложу, коротко, что было. Нельзя делать мужу замечания, нельзя ему перечить, нельзя ему говорить всякие те слова, от которых он будет недоволен. Нельзя его упрекать. Ведь мы знаем, что здесь, на этом свете не бывает всегда счастливых моментов. Всегда счастья у человека в жизни не бывает. Какие-то беды тоже нам встречаются на пути. И чтобы эти беды пройти, мы должны терпение проявлять. И вот так же мы должны проявлять терпение, конечно же, к своему мужу. Ведь то, что видит муж от нас, это не видит никто другой. Не видит ваш брат, не видит ваш отец, ваша мать. Никто не видит то, что между мужем и женой бывает. То, что они знают друг о друге. Ведь так? На самом деле это так. И вот это маленькая толика терпения, а терпение женщины, как я знаю и по себе судя, заключается в том, чуть-чуть обуздать свой язык. Вот этот конь, который хочет вперед скакать и мужа задавить там со своими спорами. Нет, чуть-чуть уздечку на него надеть. Это нам дает что? Это нам дает иман, вера. Вера в Аллаха, вера и так далее. Вообще вера Всевышнего дает нам это. Даже говорит... Большие ученые говорят, даже если муж заставит вас, скажет вам, возьми камни, большие глыбы камней, поставь на свою спину и с одной горы на другую таскай просто так, просто, без дела. Вы должны это взять и таскать. Это наша обязанность, я тоже это должна так же сделать. Это на самом деле так. Если, говорит, у мужа, говорит, из носа кровь и гной идет, говорит, жена этим языком почистит, говорит. Это малое, что она для мужа сделала, говорит. Если, говорит, у жены одна рука вареная будет, другая жареная будет, и она будет исполнять повеление мужа, пусть считает тоже это малым. Сейчас многих, наверное, возникло, как так можно? Он мне всю жизнь испортил и так далее. Он мне туфли, платье не купил. Нет. Он для нас делает все. На самом деле муж делает все. Что он делает нам и как он нас терпит, никто не терпит. Нас из дома тоже отдают. Ведь так? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал, если женщина будет соблюдать пост в месяц Рамазан, совершать намаз, выполнять фарзы, которые предписаны в исламе, хранить свою честь и подчиняться мужу, то ей обещан рай. Ведь так легко. В одну руку ислам, в другую руку мужа и вперед в рай. Это легко. Для нас легко. Это нам такая женщина, нам такая поблажка. Хочу еще такой пункт отметить, то, что мы, женщины, много даем проклятий. Это на самом деле так бывает. Эти проклятия мы должны придержать тоже. Ведь когда пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, совершал ми'радж, это вознесение на небеса, там он встретился со Всевышним, тогда нам был предписан 5-кратный намаз, если кто не знает. Там ему показали рай и ад. И когда ему показали ад, асхабы его спросили, кого ты там увидел? Он сказал, там было большинство женщин, то есть нас. Почему у него спросили? Он сказал, они много делают проклятий. Что такое проклятие? Я такой маленький пример тоже из жизни пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, для вас приведу. Ведь нету для нас другого примера. Он для нас единственный пример должен быть. Хочу привести. Когда, говорит, асхабы вместе с пророком на верблюдах отправились в путь, у одного асхаба верблюд не слушался его. Ни в какую он не идет. Как бы он его не бил, что бы он ему не говорил, вот на месте встал он. И тогда асхаб этому верблюду, говорит, сказал, будь ты проклят, говорит, сказал. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, не разрешил больше асхабам, и ему тоже сказал, чтобы он слез с этого верблюда. Этого верблюда обходили люди стороной. Никто больше на нем не ездил. А вы представляете, если мы на своего собственного, на своего мужа дадим проклятие, сделаем, проклянем его, ангелы будут возле этого человека? Не будут. А ведь от этого человека у нас дети. Какое же потомство будет от того, на кого мы послали проклятие? Сами задумайтесь над этим. Итак, я хочу сказать еще один пункт. Если я удлиняюсь, извините, пожалуйста, это очень важный момент. Нужно улыбаться и ласково, нежно разговаривать со своим мужем.
Никогда он вас зовет, Фатима, там, Абидат или кто-то, что тебе надо, так отвечать не надо, нельзя. Не то, что не надо, это нельзя. Да, милый, да, дорогой. Лицо тоже изменить, улыбнуться, это так легко. А ведь за это, если вы просто улыбнетесь лицо мужа, вам вознаграждения неимоверные будут на том свете. Хадис пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, гласит: «Ай имраатум ту'зи зауджаха биллисани». Какая бы женщина ни была, которая вредит своим языком, «Илля джа'аляллаху лисанаха яумил киямати саб'ина дира». То есть Аллах сделает ее язык в размере 70 локтей и завернет ее вокруг шеи. 70 локтей, знаете, что такое? Зира, это вот один расстояние. 50 сантиметров там бывает. 70 пополам делаем, 35 метров. Язык ваш удлинит на том свете Всевышний Аллах. И мой тоже, если я это делаю, если я мужу плохо своим языком делаю, вокруг шеи обернет, там нас мост Сират тоже ждет. Как мы его будем проходить, я не знаю. Если вы знаете, мне скажите, может. Невозможно это. Еще хочу рассказать, чуть-чуть смягчить ваше сердце, и чтобы вы не подумали, в исламе все так, все там, язык завернется у нас, нельзя. Нет, в исламе вознаграждений очень много бывает, и женщинам очень легко там тоже бывает. Для примера хочу рассказать вам одну историю. Когда, говорят, райские люди, говорят, соберутся на своей площади в раю, а ведь они там тоже общаются, как мы здесь, между собой общаемся, также они встречаются там. И на большой площади, говорит, в раю они соберутся, будут общаться, и вдруг откуда-то, говорит, свет появится, говорит, в небесах, да, в их небесах, райских небесах. Они увидят этот нур и подумают, это Всевышний Аллах, ведь в раю обещана встреча со Всевышним, увидим мы там его, иншаллах. И говорит, они посмотрят туда, и райские люди скажут: «О, Аллах», уже подумают, что это Всевышний. И голос возгласит, говорит: «Это не Всевышний Аллах, это вознаграждение той женщины», говорит, которая на этом дуняле, на этом свете, говорит, просто улыбнулась в лицо мужа. Просто улыбнулась. Как легко, да? Какое же вознаграждение большое. Сейчас я хочу сказать, что это все, то, что я вам сейчас перечислила, это маленькая толика, это большой раздел науки, я вам только каплю из него привела. Хочу сказать, это тоже не мои слова, это все говорил наш пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Он к нам это донес. Кто такой пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям? Это человек, когда в судный день говорит, мы все станем там, все до единого, кто первый, а до последнего самого человека. В судном дне, говорит, нам покажут ужас ада и рая. Наши белки наших глаз станут синими от ужасов того, что там будет происходить. Представьте, мы все будем, говорит, стоять и бояться. И говорить: «Нафси, нафси, нафси, о я, что со мной будет?» И один пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, будет в тот момент говорить: «Уммати, уммати, уммати, о моя умма, о моя умма». Вот так он переживает за нас. И здесь он переживал, и там он будет за нас переживать. Дай Аллах, чтобы мы все поняли, что здесь говорилось мною, чтобы мы все это соблюдали. Аминь.